Речь ребенка находится на кончиках его пальцев, а общаться и контактировать с внешним миром его учит педагог-дефектолог, который раскрывает сердца детей, отыскивая в их ершистых характерах черты доброты, отдавая всю заботу и ласку, на которое способно лишь отзывчивое сердце истинного учителя. В этом году за звание дефектолог года и логопед года соревновались 4 лучших специалиста социальной педагогики, 2 из которых прошли второй региональный этап, сегодняшний. Одна из них – Зухра Цычоева, логопед в коррекционной школе Сунжи для глухих детей. Она представила мастер-класс по дыхательной гимнастике. Чтобы понять, ребенок дышит через нос или нет, я обычно беру трубочку или же лопатку, специально есть маленькие лопаточки, и чтобы ребенок просто держал трубочку. И таким образом можно понять, ребенок дышит через нос или же нет. Зухра Цычоева работает логопедом с особенными детьми уже 8 лет. За всю свою карьеру она обучила десятки детей. Работа нелегкая, признается девушка. Главное быть искренним, ведь дети чувствуют отношение к себе. Дети разные, диагнозы разные. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Эти дети нуждаются во внимании, в тепле, в заботе. Конкурс учрежден Министерством просвещения России, проводится при поддержке Межрегионального союза дефектологов и организован в целях повышения профессионального уровня и реализации творческого потенциала учителей, работающих с особенными детьми. Вторая финалистка Тамара Мартазанова на своем мастер-классе продемонстрировала жюри метод тейпирования в логопедии, который она сама применяет в работе уже 3 года. Метод нанесения аппликации в логопедии при различных заболеваниях, естественно. Дело в том, что он очень эффективен при заикании, при гиперсаливации, ну и других каких-то нарушениях. Министерство образования и науки Ингушетии проводит конкурс уже 7-й раз в этом году. Это хорошая возможность развить творческую активность специалистов в области дефектологии, обеспечить личностную и профессиональную самореализацию. Они должны играть большую роль, должны принимать участие в развитии таких детей. Поэтому это очень важная профессия, и им нужно относиться к этим детям как к собственным детям и делать все, что возможно, и все, что в их силах для развития таких детей. Эти испытания помогут отобрать сильнейшего конкурсанта, который поедет на федеральный этап конкурса в очном формате в Москве. Мадина Цора, Акрамат Десхоев, Магаз 24.